за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Режим повышенной готовности вводится в Якутии с 29 апреля. Решение вынесено в связи с приближением весеннего половодья. Жатайскую судоверфь запустили в эксплуатацию. Здесь будут изготавливать не только суда класса «Река-море», но и другие металлоконструкции, например, для строительства мостов. В столице республики презентовали молодежный центр «Патриот». Он разместится на базе здания «Бригантина» в 202-м микрорайоне и займет более 2300 квадратных метров. В Ленском районе продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Сезон клещей не за горами, а значит и выезды на природу, грозящие встречи с этими членистоногими. Действительно ли чуроны 19-20 веков хранятся в Американском музее естественной истории? Какой вклад внесли политзаключения в изучение республики? Ответ на эти вопросы искали наши корреспонденты. На этой неделе состоялись переговоры Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом. Это уже их третья встреча, длилась она около 3 часов. По словам помощника президента страны Юрия Ушакова, эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и ряду других международных вопросов. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. Чем еще запомнится эта неделя, узнаем из дайджеста федеральных новостей. Его подготовил Максим Кардозу. Приветствую! Как обычно, неделя выдалась очень интересная. Сегодня в дайджесте будут новости политики, промышленности и культуры. На этой неделе президент встретился с главами муниципалитетов страны. В Москве прошел второй всероссийский форум «Малая Родина. Сила России». Это масштабное ежегодное событие направлено на развитие муниципальных образований и укрепление их роли в социально-экономическом прогрессе. Якутию на форуме представили все главы районов и улусов республики, а также городских округов. Программа мероприятий сочетала стратегические дискуссии и практические круглые столы. Отдельное внимание уделили инвестиционной повестке. В своем приветственном слове Владимир Путин подчеркнул, что руководители на местах вносят большой вклад в улучшение жизни жителей сел и городов. Вы посвящаете себя нелегкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем. Именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание. Крупное ЧП случилось во Владимирской области. В Киржачском районе произошел пожар на военном складе, после чего началась детонация боеприпасов. 4 человека пострадали, серьезных ранений никто из них не получил. Местные жители фиксировали произошедшее. Некоторые боеприпасы долетали до жилых построек. Власти решили эвакуировать 7 населенных пунктов и 12 дачных поселков. Всего в пункты временного размещения направили около 500 человек. Причиной возгорания названо нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Детонация завершилась. Теперь властям предстоит очистить территорию, чтобы обезопасить жителей. Суперджет-100 теперь полностью российский. На неделе импортозамещенный лайнер с отечественными двигателями ПД-8 совершил очередной испытательный полет. Он длился 40 минут и проходил на высоте 3000 метров на скоростях до 500 км в час. На самолете заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов. Суперджет оснастили отечественными авионикой, шасси, системами управления, электроснабжения, кондиционирования и другими. Также самолет получил новый фюзеляж. По информации госкорпорации Ростех, до конца этого года планируется закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки авиакомпаниям. В ближайшие 5 лет планируется произвести 142 самолета. Двигатели в ходе полета вели себя штатно. По докладу командира экипажа, двигатели ничем не отличаются от двигателей иностранных. Ожидаем, что они будут лучше. На этой неделе ушел из жизни Зураб Церетели, художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств.
Он скончался на 92-м году жизни. Его работы украшают города в разных странах – США, Бразилия, Испания, Англии. Он автор более 5000 произведений. Наверное, самые известные из них находятся в Москве, и многие их видели. Это и памятник Петру Первому, монумент Победы на Поклонной горе, фонтанный комплекс на Манежной площади, а также он руководил восстановлением храма Христа Спасителя. Там же прошло и прощание с художником. Продолжим новостями культуры. В Москве завершился 47-й международный кинофестиваль. В нем приняли участие более 200 картин из 50 стран. В основной конкурс попали 13 лент, 3 из них российских авторов. Председателем жюри был режиссер, продюсер, обладатель множества наград, испанец Луис Миньярро. Festival del Cine Sí, señor. es abierto. Muy bien. Muy bien. Индийская картина «Элизиум» Прадипа Курбы получила награды за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Специальный приз жюри забрала казахстанская лента «Эвакуация». За актерские работы наградили испанку Марию Родригес Сота, сыгравшую в фильме «Дом в огне», и Евгения Цыганова за роль в картине «Семейное счастье». В этот раз в конкурсной программе якутских картин на фестивале не было, но в предыдущие годы наши кинематографисты не единожды становились лауреатами главных призов. Можно вспомнить ленту «Надо мною солнце не садится» или триумф картины «Царь-птица». 23 апреля «Огонь Победы» отправился из Москвы в 12 городов России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Старт патриотической акции прошел в парке на Поклонной горе. 2 колбы с пламенем отправились по разным направлениям. Они посетят места главных сражений прошлых лет. Первый маршрут южный, в него вошли Волгоград, Новороссийск, Севастополь, а второй отправился на северо-запад через Великий Новгород, Петербург, Петрозаводск и Мурманск. Проект «Огонь Победы» стал символом памяти, уважения к подвигу народа и единства поколений. Акция подчеркивает важность сохранения исторической правды и способствует патриотическому воспитанию молодежи. Также ранее началась акция «Единство в памяти, сила в подвиге». В ее рамках уже поезд Победы от Минобороны ездит по городам страны. В составе 8 вагонов с тематическими экспозициями, которые посвящены вооруженным силам России. На этом у меня все. Такой была эта неделя. Дайджест подготовили Максим Кардозу и Виктор Олесов. Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность людей в сезон паводков и лесных пожаров. Так, пожароопасный сезон уже начался в 6 субъектах Дальнего Востока. Бурятии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Общая штатная численность работников лесопожарных формирований в округе составляет 4158 единиц. Проводятся и превентивные мероприятия в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и летних паводков, включающих в себя дноуглубительные и берегоукрепительные работы, расчистку и спрямление русел рек. Тем временем раннее вскрытие рек ожидается в Якутии. Из-за резкого потепления в ряде районов прогнозируют температуру выше нормы уже в ближайшие дни. Часть региона окажется под влиянием теплой воздушной массы с Приморского края. Так, в период с 28 апреля по 4 мая ожидаются подвижки льда на отдельных участках рек Мая и Амга, что может повлиять на ранние сроки вскрытия рек от среднемноголетних дат. С 29 апреля на территории республики введут режим повышенной готовности для всех сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. В республике также проверили готовность группы МЧС к половодью. Первые выезды в возможные зоны затопления запланированы на 28 апреля. Работы по распиловке ледовых заторов на опасных участках выполнены на 100%. Зачернение ледового покрова до конца недели также будет выполнено на 100%. Первая группа выезжает по реке Лени 28 апреля, вторая, направляющаяся по Алдану, отправится 29. Третья группа, работающая по Амге, выдвинется 30 апреля. В Алекминске также продолжается подготовка к весеннему половодью в городе. Объект, который требует пристального внимания, это дамба, которая была возведена в 2001 году. За эти годы гидротехническое сооружение не раз исправно выступало буфером города от льда и вод реки Лены. Это заметно по выдвинутым габионам и провывам. На сегодня основные работы – это подготовка шлюзов. Тему продолжит Елена Фаст. Надо сказать, что за последнее время дамба обветшала, ступеньки совершенно обсыпаются. Построена она была после 2001 года, когда в Алекминске
проходил разрушительный паводок. Длина дамбы составляет более 7 километров. В ней располагается 21 шлюз, по которым выходит вода из города Алекминска и которые закрывают наглухо во время паводка город от внешних вод. Примерно вот так выглядела дамба осенью 2001 года. В те времена в гидротехническое сооружение вложили огромные средства, но это было четверть века назад. Сегодня дамбе вновь необходим ремонт и содержание. Большой объект и требует, конечно, больших вливаний, которого у муниципалитета просто нет. А когда шла речь о том, чтобы передать эту дамбу? Ежегодно мы ставим данный вопрос на отчете правительства, также на КЧСах, которые проводятся на уровне района и республики. По последней информации в Министерстве экологии действительно ведется работа, потому чтобы гидротехнические сооружения такого класса, как в Алекминске, да, это 3-4 класс, передать на баланс Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день на дамбе силами подрядчиков идет подготовка к безопасному пропуску талых вод из города. Пока нет резкого потепления, все идет по плану. Также если долго пойдет и погода резкий жара будет, тогда хлынет вода будет и дождь. Вот тогда самое опасно. А если сухой, нормально будет, спокойно пройдет. Ну, от погоды, видишь, мы еще хотим второй насос, если получится, ставить. Все-таки добавить? Да, на всякий случай. И у нас еще помпа есть, новый, вот купили, большие. Но все равно, кто знает, как ночью будет. Ночью все так же минус. Периодически в трубах намерзает лед. Подрядчики его убирают, чтобы вода выходила полным потоком. В ближайшие дни начнется дежурство, которое далее перейдет в круглосуточный режим. Между тем, предписания по работам на дамбе продолжают поступать. У нас по предписанию Ростехнадзора и также по решению суда есть ряд мероприятий, которые необходимо провести по восстановлению гидротехнического сооружения. На сегодняшний день, конечно, своими силами это провести просто не представляется возможным, потому что на протяжении 7 километров мы должны сделать вырубку всех зеленых насаждений, которые уже на протяжении долгого времени вырастали из тела дамбы, сделать восстановление габиона местами и устранить порядка 3 промоин дамбы. Промоины мы, конечно, своими силами устраним, но такие большие мероприятия какие-то вроде вырубки или восстановления габиона, конечно, мы сделать не сможем. Поэтому сейчас завершаем осмечивание данных работ и будем уже выходить на Министерство финансов Республики Саха-Якутия, на Министерство экологии, на администрацию района для того, чтобы попросить необходимое финансирование для данных работ, потому что это большой объект и требует, конечно, больших вливаний, которого у муниципалитета просто нет. А пока в городе устраняют самые основные погрешности. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ну а тем временем вскрытие ледового покрова на реке Лени проходит на 10 дней раньше. Об этом сообщила служба МЧС Иркутской области. Так, подвижки льда на реке наблюдаются в Киренском районе. До границы с Якутией осталось чуть меньше 500 километров. Уровень воды при этом остается ниже критической отметки. Наблюдение за подвижками льда ведется с помощью 8 стационарных и 1 временного гидрологических постов. В мониторинге также используются беспилотные летательные аппараты, ну а на затороопасных участках ведомственные службы проводят взрывные работы. С 21 апреля в арктических и северных районах республики прекращено движение по ряду автозимников из-за активного таяния льда и ухудшения состояния проезжей части. Ограничения введены на участках следующих автодорог: Усть-Куйга, Депутатский, Белая гора, Мома, Верхояние, Булун, Индигир, Арктика, Яна и Алазея. Информацию об участках с ограничением движения можно узнать на сайте Автодора. Напомню, главная ледовая переправа через реку Лена по маршруту Якутск-Нижний Бестях прекратила свою работу 18 апреля. Закрытие всех переправ в центральных районах проходило поэтапно с 15 по 18 число. Третий серийный универсальный атомный ледокол «Якутия» завершил свою первую проводку, обеспечив безопасное прохождение теплохода «Григорий Шелихов». Этот знаковый момент стал первым рабочим рейсом ледокола с момента его ввода в эксплуатацию. Операция началась 18 апреля на кромке льдов мыса Желания, где ледокол взял под проводку судна. В результате проведенной работы «Якутия» прошла 367 морских миль, успешно преодолев сложные условия в Карском море и Енисейском заливе, где толщина льда достигала 1 метра.
Жатайская судоверфь запущена в опытную эксплуатацию производственной линии в Якутии. В 2019 году была установлена первая свая. Сейчас в цехах начинается производство, и первые заказы уже есть. Все подробности у Даяны Федоровой. Запускаем. Струей плазмы осуществляется резка детали первого судна, которое будет заложено на Жатайской судоверфи. Это не самоходная трюмная баржа класса «Река-море». Оно будет построено уже за 2 года. Задачи стоят грандиозные. Да? У нас до 30-го года там такие планы стоят. Надеемся, что в ближайшее время хотя бы там 3-4 суда в год будем строить. Будущие суда проходят тщательную поэтапную сборку. Сначала с помощью козлового крана собирается вся конструкция и, конечно же, сваривается. А затем с помощью специальной площадки будет удерживаться сама конструкция. Предприятие будет способно производить до 10 судов речного класса в год. Проект обеспечит обновление флота для грузоперевозок по Ленскому бассейну и Арктике. На Дальнем Востоке звезда есть в Владивостоке, и наша Жатайская судоверфь есть. Это северо-востоке страны, получается, где будем строить, обновлять флот. В целом судопромышленность дальше будет в республике развиваться и дальше будет только наращивать свои силы. При выходе на полную мощность будет закрытый кадровый голод. Планируется, что здесь будут трудиться около 600 сотрудников. Ну а пока на верфи работают около 60 человек. Я уже работаю на полставки, мы уже обученные специалисты, которые нам дают задания, мы уже можем делать. Например, сварка, прихватки, например, переборок. Здесь работаю в год, ровно в год, и в моих обязанностях входит электрогазосварка. И мы собираем баржи, малоходные судна. Работа вовсю кипит. Первое соглашение о строительстве малотоннажного парома подписано с Унтарским улусом для сельхознужд. Оно будет запущено на воду летом этого года. Жатайская судоверфь, кроме речных судов, судов класса «Река-море», может производить практически любые металлоконструкции. И в этом году уже будет делаться мост для Чурапчинского улуса. И это лишь начало большого пути по обновлению внутреннего водного транспорта региона. До 2036 года на заводе планируют построить около 100 речных судов. Даяна Федорова, Джулстайн Накинтьев, Жатай. Продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В медиацентре прошла презентация нового молодежного центра «Патриот». Целью его станет не только патриотическое воспитание, но и также развитие молодежной политики, добровольчества и поддержки молодежных инициатив. Для этого в медиацентре было подписано соглашение о сотрудничестве с крупными молодежными и патриотическими организациями Якутии. Сам центр будет располагаться в корпусе «Бригантина», в здании «Бригантина». На первом этаже будут фудкорты, на втором этаже уже площадки, коворкинг-центры, роллер-дром, там будет студия звукозаписи, тренажерный зал. Очень множество пространств для молодежи, там же будут площадки отдельные для молодежных общественных организаций, для таких как «Движение первых», молодежная наша общественная организация «Зема», там тоже будут находиться. Супруги Браун из Алдана вместе без малого 60 лет. Они называют себя богатыми, вырастили 3 дочерей, выненчили внуков и правнуков, а совсем недавно у них появилась и праправнучка. С Якутией связана вся сознательная жизнь главы семьи, а раннее его детство прошло в блокадном Ленинграде. Воспоминаниями об осадном быте и эвакуации глава семьи Владимир Федорович поделился с нашими коллегами.
Супруги Анна и Владимир Браун без дела не сидят, не привыкли, да и заботы находятся всегда. Сейчас их, впрочем, немного, но уже совсем скоро свободного времени практически не будет. Во-первых, Анна Федоровна и Владимир Федорович являются активными членами районного совета ветеранов, а ближайшие недели станут богатыми на события и встречи. А во-вторых, с наступлением тепла Владимир Федорович вновь погрузится в свою стихию. Вот летом я вот только так занимаюсь, больше в гараже нахожусь или на природу, как хорошая погода, на природу езжу. Там то порыбачу, сети иногда ставлю, так, пока ноги ходят. Вот. Весной я редко на охоту езжу, потому что холодно еще. А вот осенью езжу, у меня там зимовье стоит. Охотиться и рыбачить Владимир Федорович начал с 12 лет. Его семья тогда проживала в Устьянском районе. В северный уголок были эвакуированы жители Ленинграда после прорыва блокады. Через Ладожское озеро ехали, ночью темно. Это я тоже так слышу, что машины идут. Но без фар шли машины. Бомбили, это тоже бомбы, самолеты летали, и там зенитка еще какая-то стояла там, где-то на той стороне озера этого Ладожского. Бомбили. Но проехали ничего. Но много машин. Там говорили потом, рассказывали, что под лед уходили с людьми вместе. А мы как-то проехали. Когда был совершен прорыв блокады, маленькому Володе было всего 5 лет. Ту мартовскую ночь, когда их семья покидала дом, мужчина и сейчас помнит отчетливо. И вот на полуторку грузили. Ночью как раз я помню хорошо, потому что спать хотелось. Но тут пришлось эвакуировать всех это. И вот одели нас вообще, все оделись. Одежду тоже нельзя было ничего брать с собой. Я вот это помню хорошо. Ни чемоданы, ничего. Вот только что узелок там чего вот это возьмешь и все. Потому что машина-то маленькая. Все не влазят, и груз нельзя было возить. Все так оставили. Об эвакуации у Владимира Федоровича воспоминания остались яркие, а осадный быт он почти не помнит. Впоследствии о той поре рассказывали старший брат и мама. Но она рассказывала, что у них во дворе стояла зенитка. И их обязали кормить этих солдат, которые обслуживали зенитку. Ехали, говорит, по Ладожскому озеру. И впереди шел кто? Дядька, да? Объезжали эти лунки без света же надо было ехать. Потому что если фары зажгут, то бомбят. Ну так вот и вывезли. В середине 50-х семья Браун переехала в Алдан. После школы Владимир пошел работать в строительно-монтажное управление каменщиком. Как-то в отпуск он отправился в Пермь навестить родных. Там встретил Анну. Вместе супруги уже без малого 60 лет. С любимым можно и в шалаше прожить, так что все нормально. Живем он столько лет уже. Анна Федоровна много лет отдала продснабу. Владимир Федорович работал каменщиком-строителем, затем переквалифицировался в водителя. Уголок, где прошла трудовая деятельность, стал супругам родным. И сейчас они по-прежнему принимают активное участие в общественно-культурной жизни города и района. Владимира Федоровича я знаю с юности. Вот. И знаю о том, что он очень активный в свое время всегда был. И очень видный парень, потому что его черные кудри на танцах всегда сверкали. Взаимопонимание и умение идти на уступки – это, по мнению супругов, главный секрет счастливой семейной жизни. Они вырастили 3 дочерей, выненчили 4 внуков, уже почти взрослые, и 4 правнуков. А буквально несколько дней назад Владимир Федорович и Анна Федоровна стали прапрадедушкой и прапрабабушкой. У них появилась праправнучка. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии стартовала международная акция «Диктант Победы», объединившая 1000 участников от школьников до депутатов. В этом году в республике развернулась 871 площадка. Участники проверили свои знания истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. Все подробности у Дарьи Короленковой. Памятные даты и личности стали основой для 25 вопросов, которые участники должны были решить за 45 минут. Площадки для написания диктанта открылись в школах, вузах и на предприятиях. Основная цель акции – объединение граждан России, включая жителей Якутии. В этом году были добавлены вопросы, связанные со специальной военной операцией, что расширило тематику диктанта. В 2025 году несколько вопросов добавлены
связанных с специальной военной операцией. 6 уникальных площадок. К примеру, в Мирнинском районе на руднике Интернациональной будет площадка. Также пассажиры авиакомпании смогут написать диктант победы на борту самолета. Вопросы диктанта, подобранные опытными историками, оказались не такими уж и простыми, что признают многие преподаватели. Каждый год темы разные, но есть и немножко похожие, и поэтому где-то отвечать легко, а где-то немножко надо подумать. Я тренируюсь и надеюсь, что в этом году я наберу больше баллов, чем в прошлом году. В акции приняли участие не только учащиеся, но и высокопоставленные лица, включая главу Якутии Асена Николаева, который вместе с учениками Жатайской средней общеобразовательной школы номер 1 проверил свои знания. Сегодня мы принимаем участие. Я ученица 11 класса, и как в последний год школы я обязательно принимаю участие здесь. Это развивает патриотизм. Я очень горжусь тем, что мы одержали победу в Великой Отечественной войне. Депутаты Государственного собрания Илтумен также решили проверить свои знания, подчеркнув значимость сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Для депутатов мы каждый год участвуем, и он необычный. Необычный, потому что по локации мы впервые пишем диктант в пленарном зале Государственное собрание Илтумен, и рядом с нами сидят и школьники, и студенты, и пенсионеры. С большим вдохновением и радостью участвуем в подобных акциях, потому что Великая Отечественная война связана с каждой семьей. Результаты онлайн-тестирования станут известны практически сразу, а результаты очного диктанта в начале июня. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут иметь преимущество при поступлении в вуз. Дарья Короленкова, Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Джулустан Иннокентьев, Якутск, Жатай. Традиционное шествие бессмертного полка в этом году состоится на улице Хабарова в Якутске. Колонна участников начнет свое движение от сквера Чиряева. Сбор участников колонны начнется в 11 утра, однако улицы будут перекрыты для автомобильного движения уже с 8. Это позволит создать безопасное пространство для всех желающих присоединиться к акции. Волонтеры окажут поддержку и помогут сориентироваться на местности, ну а организаторы акции акцентируют внимание на безопасности участников. Для этого будут созданы 7 контрольно-пропускных пунктов, которые обеспечат порядок во время мероприятия. Во времена Великой Отечественной войны письма были единственной связующей ниточкой между солдатом и его близкими. Сейчас эти потрепанные временем фронтовые треугольники – самые честные свидетели событий 40-х годов. Выставка «Треугольники судьбы» открылась в музее «Россия. Моя история». Среди экспонатов 27 подлинных писем 12 воинов-якутян. Все подробности расскажет Эржена Гармаева. Фронтовые письма – самые трогательные и искренние документы военных лет. Читая строки, адресованные родным, невозможно остаться равнодушным, не посочувствовать автору-солдату, не проникнуться его тоской по дому. Погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны можно на выставке «Треугольники судьбы». Я вот когда читал эти письма, это действительно вот та эмпатия, которая нам всем сейчас нужна. Вот. И они пишут в этих письмах о том, что они защищают нашу Родину, и они не сдадутся ни за что, потому что за ними стоит страна, их родные, близкие. Вот. Ну и письма их любимых и дорогих родственников тоже пронизаны этой любовью. Все они жаждут, конечно же, скорейшего окончания войны и встречи. Вот. Поэтому это такой очень трогательный момент. В этом проекте очень много души. Письма можно не только почитать, но и послушать. В слова вдохнули жизнь актеры Русского и Саха театров. Я могу только радоваться и гордиться тобой. Фронт и тыл нашей страны едины. Для удобства посетителей на выставке используются современные мультимедийные технологии. На таких вот экранах, покажу вам на примере Всеволода Бочковского, можно познакомиться с биографией фронтовика, изучить письма в оцифрованном виде. И тут же посмотреть на подлинную весточку, написанную его рукой. Сейчас для большой семьи Бочковских письма героического предка – самая ценная реликвия.
Конечно, дорожим, бережем. Очень трепетное отношение к этим письмам, потому что в этих письмах прослеживается любовь к своему народу, к своей родине. В каждой строчке вот это вот идет понимание того, что все равно победа будет за нами, что все равно враг не пройдет, и мы всеми силами будем защищать. Также, конечно, видна любовь к своей семье, к своей жене, это к моей бабушке Ираиде Мисаиловне, и к своим дочерям. Воочию взглянуть на треугольники судьбы можно в Музее России «Моя история» до 29 июня. Вход для всех посетителей бесплатный. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Боевая готовность на 100%. В Якутске прошли пожарно-тактические учения среди пожарно-спасательных групп. Местом проведения стал строящийся 16-этажный жилой дом на улице Красильникова. Подробности у Тимура Колмогорова. По легенде, возгорание в здании произошло в одной из квартир на 12 этаже. Пожар возник в результате короткого замыкания. Работники сразу же сообщили о случившемся в пожарную охрану и начали эвакуацию. Для координации деятельности подразделений был организован штаб пожаротушения. Основная цель пожарно-тактического учения – отработать приемы и способы спасения людей из задымленных помещений, подачи стволов при выборе решающего направления для успешной локализации и ликвидации пожара. В связи с стремительной застройкой города проведение подобных учений на здании повышенной этажности является важной составляющей деятельности пожарно-спасательных подразделений. Они позволяют отработать действия и точить навыки по спасению и эвакуации людей и тушению пожаров на высоте. На учениях привлекался лишь состав 5-го пожарно-спасательного отряда. К месту проведения учений прибыли значительные силы. Более 30 пожарных и 11 единиц техники начали стремительную подготовку к действиям, так как в здании еще остались люди. Сложность заключается в том, что находится высоко здание. Именно тушение пожаров заключается в том, что нужно прокладывать магистральные рабочие линии для тушения пожара, для доставки огнетушащих веществ. Также формируются звенья ГДЗ с нижестоящих этажей и существует опасность задымления всех этажей, вышестоящих этажей. Поэтому именно пожарно-спасательным подразделениям необходимо проверять все помещения вышестоящего этажа для нахождения пострадавших людей. Эвакуация пострадавших прошла 3 разными способами. По тросу с использованием спасательных носилок, через пожарную лестницу и экстренно через куб жизни, так как в ходе спасения пожарных отрезало огнем. Единственный способ спасения – это самоспасение с помощью пожарной веревки через окна 3-го этажа. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, условно, и также газозащитники все спаслись, пострадавших нет. Пожарно-тактические учения проходят круглый год. Это позволяет пожарно-спасательным подразделениям быть всегда наготове и иметь опыт в самых разных ситуациях. Тимур Колмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. В Подмосковье выявили завозной случай холеры. В Якутии такого за последние несколько лет не отмечалось, но тем не менее разного рода заболевания то и дело одолевают наших туристов, отмечают специалисты регионального Роспотребнадзора. Именно поэтому в аэропорту Якутска провели учения на случай завоза опасной инфекции. О том, как они прошли, расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Несмотря на то, что медицина давно уже научилась бороться с холерой, этот вирус по-прежнему квалифицируют как опасный. И в случае его завоза аэропорт Якутск станет первым форпостом, обещающим защитить жителей республики. Но для того, чтобы это случилось, необходимо консолидированные действия десятков служб. Именно поэтому в учениях действует порядка 18 ведомств. А здесь задействовано, конечно, и Управление Роспотребнадзора, и Минздрав республики, и таможня, и Россельхознадзор, и службы аэропорта, авиакомпании. Все те, кто стоят на границе, они вот сегодня как раз отрабатывают весь механизм. Готовимся к посадке,
По легенде, 38 пассажиров авиакомпании «Якутия» летели с Харбина, но на самом деле вирус был привезен из Индии. Для больного этот город оказался транзитным. Согласно протоколу, пассажира изолировали от остальных до приезда соответствующих служб. Но что сказать, не самая приятная поездка для всех ее участников, но здесь главное отработать оперативно. Мы докладываем командиру воздушного судна. Далее командир воздушного судна уже принимает решение о том, что о посадке, докладывает диспетчерам о таком пассажире у нас с возможным инфекционным заболеванием. Второй бортпроводник должен раздать маски всем пассажирам, перчатки, обработать их руки. Затем приезд скорой, эвакуация больного и остальных пассажиров в соответствующие медучреждения, и воздушное судно готово к санобработке. Ситуация, можно сказать, рядовая для специалистов. Как правило, в сезон отпусков возрастает количество завоза разных заболеваний. Избежать этого нельзя. Наши жители, они, в общем-то, по всему миру ездят и возвращаются из стран разных, в том числе и Юго-Восточная Азия, в том числе и Африка, в том числе и вот Индия. Из последних, наверное, у нас были завозные случаи кори были, завозные случаи гриппа были, малярия была из Африки, денgue из Таиланда. Подобные учения и протокол, по которому они проходят, едины для всех и ведутся по всей России. Но кроме этого обеспечивают нашу с вами безопасность и всем известные пункты досмотра. Как говорится, правила в авиации написаны, ну если не кровью, то точно исходя из неприятных ситуаций. Саглана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Якутский медколледж стал одним из победителей федерального гранта по проекту «Профессионалитет». В его рамках планируется создать единый медицинский кластер клиническая и профилактическая медицина республики. В него, кроме якутского, вошли Алданский и Нюрнбергский медколледжи. Кластер планирует принять на обучение дополнительно около 1700 студентов по 8 специальностям. В том числе будут введены новые направления, такие как стоматологическое дело, стоматология профилактическая и медико-профилактическое дело. Впервые планируется набор на бюджетной основе по специальностям. Это стоматология ортопедическая, это зубные техники, стоматология профилактическая, это по профилактике, и стоматология дело, это по-старому зубные врачи. Медико-профилактическое дело и фармация, которые будут с целевой подготовкой для арктических наших улусов республики. В Ленском районе продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Сезон клещей уже не за горами, а значит и выезды на природу в экспедиции на дачу. Как известно, Ленский район входит в территорию эндемичные по клещевому энцефалиту. В прошлом году, например, зарегистрировано более 250 укусов. Население активно вакцинируется, опасаясь за свое здоровье и здоровье своей семьи. Около прививочного кабинета в профилактории «Кедр» длинная очередь. И это несмотря на то, что бесплатная вакцина против клещевого энцефалита уже закончилась. Очередная поставка ожидается в начале мая. Ленчане в преддверии сезона клещей стараются максимально обезопасить себя от их нападения. Я проживаю в частном секторе, поэтому я решила предостеречься и поставить вакцинацию. Всей семьей прививаемся. Муж у меня ездит по командировкам, тоже обязательно. Поэтому все здоровый образ жизни сохраняем и рекомендуем всем прививаться. Основной мерой профилактики клещевого энцефалита является заблаговременная до начала сезона вакцинация, которая способствует выработке устойчивого иммунитета против данной инфекции. Знает это и Светлана Тарасова. Женщина пришла уже на второй этап вакцинации. В силу своей работы я езжу по наслегам, так как я работаю главным агрономом. И все-таки я берегусь от этого клеща. Вдруг он попадется энцефалитный, это очень опасно. В прошлом году я поставила 2 прививки, так положено, через месяц там 1, 2. А в этом году я поставила уже, и теперь 3 года я не буду вакцинироваться, я защищена. Надо сказать, что Ленский район с 2023 года вошел в число 4 территорий Якутии эндемичных по клещевому энцефалиту. В прошлом году было зарегистрировано более 234 укусов клещей. Инфицировано 38 особей, из них 12 обнаружено
с инфицированностью клещевым энцефалитом и 24 с боррелиозом. Прививку можно сделать в прививочном кабинете детской и взрослой поликлиники. Также работает и выездная группа медицинских сестер, которые вакцинируют работников предприятий. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Учащиеся школы номер 19 удачного активно изучают якутский язык и культуру под руководством талантливого учителя иностранного языка. В рамках образовательного процесса Юлия разработала уникальную настольную игру на тему ланхо, что позволяет ученикам погрузиться в традиционное якутское повествование и ознакомиться с богатством местной культуры. Игра не только делает обучение более увлекательным, но и способствует развитию креативного мышления, командного взаимодействия и навыков общения на якутском языке. Мин сахам сиргер, кёхленам биргер, эмылар ылылар, хатанар хамсыллар. Мин сахам сиргер, кёхачо кюнегер, зарахай бурдуктар, сарахай кудуктар. Мин атым даша, мин сахстахпын, вон ики. Я хотела 2 года изучать якутский язык, но в нашей школе не преподавали, и мы с родителями не могли найти учителя. И когда я узнала то, что у нас преподают якутский язык, я просила маму меня записать, и она согласилась. В преддверии Дня Республики глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные республиканские награды. Среди награжденных работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, представители культуры и спорта, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Также наград удостоились многодетные семьи и многодетные отцы. И, конечно же, в этот день в республике появились новый почетный гражданин и кавалер ордена «Полярная звезда». Подробности в следующем материале. В 2024 году в Якутии было учреждено новое почетное звание – почетный наставник республики. Этим знаком награждаются те, кто за время своей работы воспитал достойную смену из молодых сотрудников, которым можно было передать управление организацией или предприятием. Одной из первых новую награду получила Валентина Лемешева, которая с 1991 по 1998 и с 2001 по 2014 года возглавляла Государственный комитет по ценовой политике. Есть, конечно, у меня несколько заповедей, которые позволяют сегодня вырастить вот хороших ребят, которые вышли как бы из моего коллектива под моим руководством. Просто надо найти такую грань, где и руководить, и не мешать. Дать полную свободу и доверие. Вот. Наша работа ценовиков, она очень высококвалифицированная работа с точки зрения ответственности, с точки зрения знаний. И поэтому моя задача была, чтобы сегодня ребята освоили эту профессию в полном объеме. Галина Борисовна Синдюкова положила свою жизнь на алтарь среднего образования. Работала учителем русского языка и литературы, возглавляла методическую службу управления образования. За многолетний труд и полную самоотдачу любимому делу Галине Борисовне присвоено высокое звание почетного гражданина республики. Эта награда, наверное, учителям того поколения, которые осуществляли всеобуч 8-летний, потом средний всеобуч. И мы работали по заданию правительства, это был закон о всеобуче. У меня эта награда, это память и о Великой Отечественной войне и воспоминания о тех педагогах, которые работали в конце 50-х и далее годах. Также сегодня пополнились ряды кавалеров высшей награды республики ордена «Полярная звезда». За выдающийся вклад в развитие экономики и укрепление государственности награду вручили Владимиру Птицыну, заслуженному экономисту Российской Федерации, заслуженному работнику народного хозяйства Якутии. Работал только в одной системе Министерства финансов четверть века. Но остальное там глава, там еще счетная палата, много чего. Работал, конечно, но старался не подвести друзей, коллег, республики, в целом политику, которая проводится в нашей стране. Как отметил глава республики, люди, которые сегодня получили высокие награды, вызывают гордость. Они представляют самые разные сферы и отрасли, но каждый из них по праву является последователем тех идей, которые 103 года назад воплотились в автономию нашей республики. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем.
Действительно ли Чироны 19-20 веков хранятся в Американском музее естественной истории в самом сердце Большого Яблока? Какой вклад внесли политзаключенные в изучение нашей республики? На эти вопросы искала ответ Вероника Таюрская. Что общего между Нью-Йорком и Чурапчинским улусом? Ответ прост. Якутские фотографии и коллекция предметов быта времен Джузеповско-Тихоокеанской экспедиции Императорского русского географического общества. Если все собранные предметы хранятся в Американском музее естественной истории, то копии двух фотографий можно увидеть в Якутске в доме Арчи. Мы сейчас видим его фотографии старинные, да, которые вот в свое время Зинаида Ивановна Унарова, наша высокоуважаемый искусствовед, заслуженный деятель России, нашей республики, она была в Нью-Йоркском этнографическом музее, и она нашла те фотографии Владимира Йохальсона, которых мы не знали. Поэтому мы сейчас воочию знакомимся историей и культурой нашего народа. Отныне, помимо копий фотографий 1902 года, в доме Арчи будут храниться воссозданные снимки, датируемые 2023 годом. Для новых фотографий были привлечены жители деревень, находящихся в местности Битюк-Кытте. Обновленные карточки повторяют точь-в-точь оригинальные снимки 1902 года. Но мало кто знает, что как новые, так и оригинальные фотографии скрывают одну тайну. В это время цех не проводится. Но Йохальсона очень уважали местное население. И когда они узнали, что они называют ученый русский, приехал, и они специально сделали цех раньше времени. Причем самих, может быть, не так уж много народа было, и поэтому из соседних поселков пришли люди. Как так получилось, что якутские предметы оказались в одном из самых известных музеев Америки? Все началось в далеком 1900 году, когда экспедиция, в состав которой вошли североведы Владимир Йохальсон и Владимир Багарас, исследовала северо-восток Азии. Финансированием исследований занималась американская сторона, но при условии, что все собранные экспонаты будут отправлены в Музей естественной истории в Нью-Йорке. В Американском музее исследователем трудится наша землячка Вера Соловьева. Об этих экспонатах якутяне узнали в 90-х годах. С тех пор было несколько экспедиций. Экспедиция собрала просто огромное количество разных вещей, начиная от одежды, заканчивая серебряными украшениями, а также даже привезли Моголурага, части Моголурага, которые они собрали в Батарусском улусе. Эта коллекция просто бесценна, потому что она несет потерянные технологии изготовления, она несет какая была наша культура еще до Октябрьской революции, и поэтому к ней в этом музее относятся очень трепетно. Собранные в ходе масштабной Джузеповской экспедиции предметы отражают самобытную якутскую культуру и помогают восстановить утраченные забытые техники создания некоторых вещей. Так, якутские кузнецы воссоздали старинные серебряные украшения. По словам исследователя, именно для этой поездки обучали якутян оседлать лошадей. Были наши эксперты традиционной жизни, были приглашены для того, чтобы объяснить и рассказать значение того или другого предмета. И благодаря этой коллекции тоже можно узнать очень много нового. Скоро этот проект выйдет в интернет-сферу, и можно будет послушать и почитать это на якутском языке. Экспонаты из Якутии удивляют не только иностранцев, но и самих якутян. Режиссер-документалист студии «Дети Солнца» Диана Худаева в настоящее время находится в Нью-Йорке и снимает кадры для своего фильма. Связать Якутию с Америкой помогла именно она. Американский музей естественной истории, он очень-очень огромный, его невозможно пройти ни за один день, ни за два, ни за три. Здесь, наверное, нужно провести целый месяц, чтобы осмотреть всю коллекцию. Безусловно, не может не радовать тот факт, что благодаря тому, что сохранилась эта коллекция, благодаря тому, что ее собрали в начале XIX века, сегодня мы имеем возможность для ревитализации, для возрождения некоторых наших культурных объектов и такого сакрального сооружения, как Моголурага.
Владимир Йохальсон и Владимир Багарас, известны как ведущие исследователи коренных народов Севера, были основоположниками североведения. Их снимки, записи и привезенные с экспедиции вещи стали экспонатами Американского музея естественной истории. Сибирская коллекция Джизуповской коллекции насчитывает свыше 6000 экспонатов, в том числе около 1000 якутских. Ученые отмечают, что собранные экземпляры были по большей части отданы безвозмездно или подарены исследователям. Роль двух исследователей отметили на Всероссийской конференции. В центре внимания этнография в целом и культура в частности. Не обошли стороной вклад североведов Владимира Йохальсона и Владимира Багараза в российскую и мировую историю. Спустя столько лет мы изучаем, не можем даже полностью изучить их материалы, собранные их полевые материалы. В такой степени, что они сделали такую огромную работу, да, что мы до сих пор восхищаемся. Вся коллекция якутских предметов быта таит в себе уникальные истории. Благодаря североведам Йохальсону и Багаразу мы сейчас можем не только прикоснуться к истории прошлого, но и воссоздать забытую культуру народа Саха, передавая из поколения в поколение. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Иван Сорокаумов, Диана Худеева, Якутск, Нью-Йорк. В Якутске прошла творческая встреча с автором детской книги «Сказка о сбывшихся мечтах» в рамках всероссийской акции «Библия. Сумерки». На мероприятии собралось множество родителей с детьми, которые могли задать вопросы автору как о сказке, так и о ней самой. Книга – сборник историй, рассказывающего о героях из разных стран и легенд. Они обретают мечты и стремятся к ним, проходя множество испытаний. Книга подойдет и детям, и взрослым, вдохновляя на свершение и помогая преодолевать трудности. Как-то мне пришла идея, что с рождением детей, у меня 2 детей, одному старшему 7, младшему 5 лет, и мы очень много путешествуем. Мой старший сын был в 45 странах, я сама посетила 85 стран. И потому как мы путешествовали, мне нужно было заинтересовать, дети были маленькие. И я им начала рассказывать сказки, истории. Вот мы пришли туда-то, посмотри, там, как интересно, как люди придумали шоколад. И моим детям было очень интересно. И они просили постоянно: расскажи, мама, снова, расскажи, как придумали шоколад, расскажи, как придумали шелк. И я подумала, что я хочу поделиться этим с моими подписчиками, которые читают меня, очень давно. Есть подписчики, которые читают меня с 2005 года. Стадион Туймада вновь готов принять любителей спорта после зимнего перерыва. С 24 по 27 апреля жители Якутска могут бесплатно посещать стадион с 6 утра до 9 вечера в рамках Дней открытых дверей для оздоровительного бега и ходьбы. А уже с 28 апреля стадион перейдет на обычный режим работы. Кроме того, в Минспорта Якутии сообщили о скором старте традиционных утренних зарядок на свежем воздухе. Первое занятие подобное состоится 5 мая на площади Победы. Его посвятят 80-летию Великой Победы. На следующей неделе мы по графику уже будем работать, по расписанию. Здесь будут занятия по футболу. По вечерам тоже можно будет заниматься по футболу, по записи. Можете уточниться по номеру через администратора, записаться. И по бегу тоже надо будет уточниться время работы стадиона. Манеж уже закроется на летний сезон, там уже жарко, поэтому все мы выйдем на улицу. Летом будут мероприятия большие, и фестивали, концерты и так далее. Но культурно-массовые мероприятия все равно стоят в плане. Такое увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.